Всем привет, это Киноалания. Настало время вновь поговорить о том, что посмотреть в кино на этой неделе. Эта неделя не так богата на новинки, как несколько предыдущих. У нас есть явный лидер проката. Итак, встречайте «Годзилла. Король монстров». В этой части нас ждет еще больше чудовищ, эпичнейших битв и разрушений. Итак, по сюжету. События разворачиваются спустя несколько лет после первой части. Годзилла, спасший Сан-Франциско, уходит на дно, дав возможность городу потихоньку приходить в себя. Однако мирное время не продлится долго. Сразу несколько других титанов восстанут вновь, угрожая уже всему человечеству. Главным злодеем в фильме станет Кинг Гидора, доисторический трехглавый дракон. Он извергает гравитационные лучи из своих трех пастей, может создавать смерч одним взмахом крыльев, создает вокруг себя защитный барьер и даже обладает способностями к регенерации. Помимо Кинг Гидоры в фильме точно появятся гигантская бабочка Мотра и птеранодон Родан. Именно монстров, пожалуй, можно назвать одним из главных плюсов этого фильма. Графика здесь на запредельном уровне. Монстры сделаны с таким вниманием к деталям, что вызывают страх и восхищение одновременно. Авторы не пользовались стандартными голливудскими уловками типа рваной съемки, затемнения или общих планов. Всех монстров можно рассмотреть очень внимательно. Буквально в каждом кадре видно, на что пошли 200 миллионов бюджета. Кстати, режиссер первого фильма заявлял, что продолжение снимать не будет. Тот фильм имел четкую концовку без заделов на будущее, однако его кассовый успех все же не мог остаться незамеченным, поэтому студия все же решила снимать вторую часть, при этом полностью обновив актерский состав. Из первого фильма остались лишь Кен Ватанабе и Салли Хокинс, однако на этот раз к ним присоединились звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, Вера Фармига и сам лорд Тайвин Ланнистер. Да здравствует король. Студия Warner Bros. Решила не просто снимать продолжение, а создать целую киновселенную монстров. Впервые на это откровенно намекнули в фильме «Конг. Остров черепа». Да, вы все правильно поняли, Годзилла и Кинг-Конг – персонажи одной вселенной, и они сойдутся в одном фильме уже совсем скоро. «Годзилла против Конга» сейчас в производстве. Российская премьера назначена на март 2020 года. Итак, стоит ли идти на этот фильм? Абсолютно точно да. Вас ждут масштабные, просто сносящие крышу битвы монстров, невероятная графика и новая крутая история про Годзиллу. Это, конечно, не единственная премьера недели. Сейчас расскажем, что еще свеженького можно посмотреть в кино. Уже ставшие любимыми питомцы вернутся во второй части мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». На этот раз хозяйка Макса обзавелась мужем и ребенком, который вечно сует нос куда не следует. Компании животных предстоит ужиться с ним и разобраться со своими тараканами. Легкий и смешной мультфильм, на который можно будет сходить с детьми. 3 июня на больших экранах стартует «Рокетмен» – музыкальный биографический фильм про сэра Элтона Джона, который пару недель назад произвел настоящий фурор на Каннском кинофестивале. Это история превращения застенчивого паренька Реджинальда Дуайта в суперзвезду. Настоящая феерия музыки и красок, но при этом трогательная история про непростую жизнь неуверенного мальчика. Ценителям творчества смотреть обязательно. Но и это, конечно, тоже еще не все. Ловите нарезку фильмов, которые сейчас можно посмотреть в кинотеатрах.
Раз уж мы сегодня много говорим о чудовищах, вполне логично, что в рубрике «Must-see» у нас фильм Гильермо дель Торо, режиссера, специализирующегося на всяких монстрах и существах. Итак, советуем волшебную, но при этом жуткую сказку «Лабиринт Фавна». Сам дель Торо называл ее мрачной сказкой о фашизме. История разворачивается в Испании в 1944 году. Десятилетняя Офелия переезжает со своей мамой в военный лагерь, где служит ее отчим, офицер фашистской армии. Девочка находит в лесу поблизости старинный заброшенный лабиринт, а в нем встречает его хозяина, волшебного Фавна, который утверждает, что знает ее истинную судьбу и ее тайное предназначение. Оказывается, Офелия – пропавшая принцесса волшебного королевства, которую многие века разыскивает ее отец. Фавн предлагает ей возможность вернуться в королевство. Вы, скорее всего, уже где-то видели самых страшных существ этого фильма – самого Фавна или пугающего бледного человека с глазами на ладонях. Известно, что Гильермо дель Торо сам создавал своих монстров, он даже вел книжку, в которой делал пометки и рисунки к будущей картине. Как-то раз он забыл эту книжку в такси. Он думал, что уже все, фильм похоронен, однако таксист в итоге нашел дель Торо и вернул ему книжку. В год выхода «Лабиринт Фавна» собрал очень много наград. На его счету 3 Оскара за грим, декорации и операторскую работу. А на Каннском кинофестивале ему устроили 22-минутную овацию. «Лабиринт Фавна» – кино непростое и многослойное, с множеством смыслов и сюжетных линий. Но главный вопрос по окончании картины один – реально ли все происходящее или это игра воображения испуганной ужасами войны девочки? Каждому предстоит ответить на этот вопрос по-своему. Гильермо дель Торо, кстати, дал свой ответ, и он был однозначным. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.